Здравствуйте, на телеканале «Быстрое время» подводить итоги недели. В студии Анастасия Чебаева. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Печальные рекорды. В Башкортостане растет количество заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. Минздрав сообщает о новых жертвах. Реанимировали его, пытались. Но 10 часов, 10:00 констатировали смерть. Но и тем, кто справился с болезнью, она еще долго напоминает о себе. Как восстановиться после COVID-19 и какие последствия таит вирус. Часто встречается у пациентов тревожность, нарушение сна, беспокойство. Успеть за 50 дней в инфекционную больницу в Стерлитамаке. Скоро поступят первые пациенты, а проектом заинтересовались другие регионы. Усиление в целом здравоохранения в городе Стерлитамака. После того, как мы запустим его, у нас все наши заботы по южному кусту практически снимаются. Но жизнь продолжается. В республике преображают городские пространства, трехъярусный парк в Уфе, амфитеатр и пирс в Белебее. Ну, круто получилось. Очень круто получилось. Салавата Юлаева уберут с постамента, но на время памятнику требуется реконструкция. Они предлагают даже нижнюю треть ноги просто убрать. Одна из опор серьезно пострадала, а плиту, на которой стоит монумент, необходимо укрепить. Эксперты и вовсе говорят о необходимости заново отлить памятник, но уже из бронзы. У проектировщика есть вопросы и сомнения по поводу пространственных характеристик вот того курганного составляющего. Мамин день, цветы и теплые слова сегодня звучат в адрес матерей, кому-то сразу от 7 детей. Дети, наверное, это счастье, я думаю. Секреты воспитания от мам и уже прабабушек. Я когда на работу пойду, заставляю вот это делать, они все время делали. В Куюргазинском районе застрелен замначальника отдела Уфимского МЧС. Смертельная трагедия произошла рядом с деревней Красный Восток. Во время охоты, по версии следствия, группа из 5 человек приехала в лес. Один из участников заметил пробегающего лося и открыл стрельбу из своего карабина. При этом он не убедился, что в зоне поражения нет людей. Одна из пуль попала в грудь 39-летнего Рената Абдульманова, заместителя начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС по Башкортостану. Раненого мужчину знакомые повезли в больницу, но не успели. Он скончался по дороге. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В причинении смерти по неосторожности подозревается 62-летний житель Куюргазинского района. Он находится под подпиской о невыезде. Известно, что с погибшим они дружили семьями. В республике зарегистрирован новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса. Диагноз COVID-19 поставили 139 жителям Башкортостана. Также Минздрав сообщает о еще одной 81-й жертве болезни. В стационарах лечения сейчас проходит 522 человека. Из них в тяжелом состоянии 35, на ИВЛ 14. На амбулаторном лечении более 1600 пациентов. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки составило 403. Выписано 392 пациента. Но и после выписки для многих борьба не заканчивается. Наступает новый этап – курс реабилитации. Необходимо восстанавливать подорванное болезнью здоровье. О том, как COVID-19 разделил жизнь заболевших и их семей на до и после. В репортаже Эмиля Басареева. Он ушел первый. Я еще шутку ему говорю. Я говорю, если я от коронавируса умру, заболею, я говорю, ты меня, с почестями похоронишь. А получилось так, что пришлось нам его похоронить. Когда 2 месяца назад она хоронила мужа, снега еще не было. Время идет, а вот боль потери не уходит. Супруг Лены Арслановой Дамир Габдулямирович еще недавно руководил сельской администрацией. Продолжал работать даже лежа на больничной койке. Живым он оттуда так и не вернулся. Мы же его все равно похоронили по-мусульмански, хотя он уже был не заразный к тому времени. Я не могла себе вот это позволить, чтобы его в черном мешке похоронить. Мы посовещались с детьми и приняли такое решение. С ним дома переночевали, сидели около него. Кто хотел, разговаривал, кто хотел. Больше плакали. Первое время Дамир Арсланов думал, что подхватил обычную простуду. Одного из главных признаков потери обоняния не произошло, но результат анализов шокировал – COVID-19. Супруга говорит, Дамир надеялся вылечиться дома, однако КТ показало поражение легких более 70%. Связь из больницы поддерживали по телефону, но 20 сентября общение оборвалось. Он перестал отвечать на сообщения, еще 2 недели врачи боролись за его жизнь. В 10 часу мне приходит смс-ка. Там я и набор букв. Непонятно каких-то набор букв. Я сразу пишу. Я говорю, ты где, в реанимации, что ли?
Он не отвечает. Реанимировали его, старались, пытались. Ну, 10 часов, 10:00 констатировали смерть. Нам очень жаль. Нам очень его не хватает. За свою работу Дамир Арсланов не раз был отмечен почетными грамотами и медалями муниципального и республиканского уровня. Однако самой главной наградой для него стала вот эта медаль за спасение погибающих. В декабре 2005 года он вынес из пожара семью своего соседа и спас 3 человек. Героический поступок стоил дорого, поврежденные от дыма легкие пришлось долго лечить, однако они так и не восстановились до конца. И, возможно, это стало одной из тех слабых мест в организме Дамира Арсланова, куда и нанес роковой удар COVID-19. 6 дней в неделю, как на работу, Юрий Панков ходит на курс реабилитации после перенесенного коронавируса. Мужчина решил делать это в одной из частных клиник. Сейчас это процедура с применением слабого переменного тока и соляная пещера для восстановления легких. Впереди еще ЛФК и массаж. Юрий обладает крепким здоровьем, и то, что окажется в ковид-госпитале, никак не предполагал. КТ же показало поражение легких в 32%. Многие болеют тяжело, но лучше туда не попадать. Практически каждый день это наблюдал, как людям становится хуже. Ну, их увозят в реанимацию, подключают КВЛ. Но, к счастью, я в реанимацию не попал. Со мной в палате лежал человек. В соседней палате лежала его жена. Чуть позже там же оказалась его теща. И это не единичный пример. Люди болеют целыми семьями. Врачи говорят, что даже если человек победил коронавирус, болезнь вызывает ряд осложнений. Наиболее распространенная – пневмония. И ее в некоторых случаях долечивают уже вне стен ковид-госпиталя. В зависимости от поражения пневмония может рассосаться в течение месяца. У некоторых она держится еще 3-4 месяца. Почему мы выписываем, многие скажут, очень быстро, рано? Потому что есть вероятность того, что пациент заразиться бактериальной инфекцией, и в связи с этим состояние пациента ухудшится. То есть это называется вторичная инфекция. Спокойный, медленный вдох и 3 выдоха. Для тех, кто выписался, инструкторы по лечебной физкультуре проводят специальные физические упражнения. Они нужны для улучшения газообмена в легких и увеличения их объема. Занятия проходят не только во время личного приема, но и дистанционно. А вот кому-то из победивших COVID-19 может потребоваться и общение с психологом. Часто встречается у пациентов тревожность, нарушение сна, беспокойство, боли в грудной клетке, в других частях тела, не связанные именно с поражением легких, а именно связанные с тем, что было поражение нервной системы. Болезнь коварна, и у каждого протекает индивидуально, говорят врачи. Полное восстановление может занять несколько месяцев и даже год. А то, что коронавирус пройдет только в легкой форме, нет гарантий даже для тех, кто может похвастаться отменным здоровьем. Эмиль Басареев, Лилия Курбанова, Вадим Исламов и Азат Ишбулатов. Итоги недели. За рекордные 50 дней строительство инфекционного центра в Стерлитамаке вышло на финишную стадию. На объекте побывал Ради Хабиров. Глава республики оценил ход стройки и рассказал о том, что башкирским опытом оперативного возведения антиковидных госпиталей заинтересованы уже около десятка российских регионов. Все подробности у Руслана Батаргареева. С ночи начали отделочные работы. Все уже, да? И плитку, и линолеум. Сейчас все покажем. И днем, и ночью работа не останавливается. Более 900 строителей трудятся над завершением важнейшего для республики объекта. Клинико-диагностический инфекционный центр в Стерлитамаке уже в декабре должен принять первых пациентов. Подрядчик знакомит Радия Хабирова с тем, что еще осталось сделать по объекту. Больницу уже начали оснащать медицинским оборудованием. С точки зрения диагностики для города же как... Конечно. Такая подспорье будет, да? Нет, это мощное КТ, УЗИ, колонна, рентген, что еще здесь? ФГС, УЗИ, ЭКГ. ЭКГ еще-то. Экспресс-лаборатория. КТ вообще такого нет у нас в городе. Инфекционный центр оснастят по последнему слову техники. Для республики это уже второй схожий проект после антиковидного госпиталя в Зубово. Но это технологически гораздо более сложный объект. Это два совершенно разных проекта, в принципе, потому что здесь уже приемный покой предусмотрен с полной диагностикой поступающих больных. Здесь родблок
уже будет, и здесь будет хирургический блок, а также детская реанимация. На завершающем этапе и строительство гостиницы для медицинского персонала. В случае нехватки места администрация Стерлитамака готова найти резервные объекты для проживания врачей. Во время общения на строительной площадке Ради Хабиров попросил проработать и вопрос транспортного сообщения. Здесь обязательно необходимо организовать автобусную остановку. А жители Стерлитамака и врачи второго по численности города-республики уже в декабре смогут ощутить, насколько важным было строительство большого многопрофильного госпиталя. В общем, я за стерлитамакцев радуюсь. Они получают большую, по сути, больницу многопрофильную, 14 тысяч квадратных метров. Усиление в целом здравоохранения города Стерлитамака. Вот после того, как мы запустим его, у нас все наши заботы по южному кусту практически снимаются. Уфу мы держим благодаря Зубовскому госпиталю. Ну и, конечно, очень надеемся, что в целом наши действия по изоляции, по удаленке, по дистанционке, они нас приведут к тому, что все-таки мы с ковидом потихонечку будем побеждать его. Строительно-монтажные работы завершат 1 декабря. Еще около 10 дней уйдет на пусконаладку и отработку технологии врачами. В итоге объект будет возведен за рекордные 50 дней. Таким опытом уже заинтересовались около 10 российских регионов. Они хотят реализовать башкирский проект в форме цветка курая и в своих субъектах. Как сообщил Ради Хабиров, на днях республика уже ожидает делегацию из Ульяновской области. Там тоже хотят построить такой госпиталь. И, возможно, скоро такие башкирские курая расцветут по всей России. Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Азат Тузбеков, Ильдус Камалеев. Итоги недели. Стерлитамак. Снимут или оставят? Главный символ Уфы, памятник Салавату Юлаеву, могут убрать на время реконструкции. Эта новость взбудоражила многих, ведь сейчас уже сложно представить башкирскую столицу без огромного всадника, вздымающегося над Белой. Скульптура действительно в плачевном состоянии. Теперь это видно невооруженным глазом. Реставрация неизбежна, и сейчас эксперты продумывают различные варианты, как это сделать. Артур Шамсудинов узнал, какие части монумента вызывают больше всего опасений и надолго ли достояние республики может уйти из поля зрения жителей и гостей столицы. Это трещина. Длина трещин порядка 14 метров, только где-то вот так оценивали. Вот уж действительно время не щадит никого, даже памятник. Салават Юлаев, как и его конь, сплошь в коррозионных ранах и ссадинах. Впрочем, даже эти снимки позволяют оценить состояние скульптуры лишь поверхностно. А ведь есть еще и внутренний каркас. Памятник в себя содержит несколько отверстий, да, в своем теле. И через эти отверстия попадает конденсат и разрушается изнутри. Вот эта проблема существует. Ее необходимо оперативно решать. Более того, у проектировщика есть вопросы и сомнения по поводу прочностных характеристик вот того курганного составляющего. Особенность памятника в том, что он стоит на 3 точках опоры, одна из которых, передняя нога, оказалась самым слабым местом. Она больше остальных частей пострадала от эрозии. Специалисты вынесли неутешительный вердикт. Часть стопы, скорее всего, придется ампутировать, заменив на более прочное основание. Они предлагают даже нижнюю треть ноги просто убрать, сделать новое. Ага. То есть вот отлить заново, потому что здесь, говорит, это все уже. Опасения у экспертов вызывает и плита, или по-другому плинта, на которой стоит памятник. Ее нужно укрепить, а для этого вполне возможно и самого всадника с лошадью нужно будет на время убрать. Реконструкция памятника начнется, скорее всего, не раньше лета следующего года, и только по самым оптимистичным подсчетам займет не менее 1,5 лет. Но это если его не нужно будет снимать с постамента. В противном случае работы и вовсе могут затянуться. А значит, главный символ республики можно будет изучить разве что по картинкам или фотографиям. Летом всадника на коне досконально исследовали эксперты реставрационного бюро. Специалисты, подобно врачам, изучили в том числе и внутреннее наполнение памятника с эндоскопами и толщиномерами. Может быть, надо будет еще курган ремонтировать, стилобат ремонтировать. Это еще не проходило обследование, и результатов невозможно сказать. То есть от того, каково основание, на чем стоит памятник, будет решаться уже определяться технология. Автором памятника является осетинский скульптор Сосланбек Тавасиев, который жил в Башкортостане в годы Великой Отечественной. Замысел пришел в 40-х годах, а вот от идеи до установки прошло 25 лет. Поставили памятник только в 1967-м. Сам Сосланбек Дафаевич был прекрасным кавалеристом. Мы знаем о его доблестном подвиге в годы гражданской войны. И, вероятнее всего, в этом пластическом решении он своей человеческой памятью его воплощал тот самый острый момент боя, решительного боя перед схваткой.
53 года по меркам памятников, конечно, не так много, но в том, что статуя оказалась в настолько плохом состоянии, сыграл и другой фактор. Салават Юлаев полностью сделан из чугуна, а не из бронзы, из которой, как правило, и отливают монументы такого уровня. Тогда же вот период холодной войны, и все, что там цветной металл, это на оборонные предприятия уходили. Бронза, она на века, а чугун, 50 лет уже как бы требует какого-то ремонта. Художники уверены, что реставрация лишь ненадолго продлит жизнь памятнику. В скором времени потребуется очередное вмешательство, а потому гораздо надежнее отлить статую всадника из бронзы. По словам скульптора Ханифа Хабибрахманова, благодаря современным методикам можно в точности повторить все особенности. Очистить с наружной поверхности и форму снять, и один к одному так и отольется. Тут мы же потом, допустим, обычно берем воск, накатываем на эту форму воск, отпечатывается как есть. А начнешь демонтировать, и откуда знаешь, какие там каркасные соединения, они развалятся, может быть, там, а потом попробуй собери ее. За полвека скульптуре несколько раз проводили косметический ремонт, в том числе и красили. А это, по словам специалистов Башкультнаследия, только усугубило ситуацию в части старения памятника. Краска забила мелкие поры, ускорив тем самым процесс изнутри. Так что реставраторам придется немало потрудиться, чтобы вернуть, пожалуй, самому узнаваемому символу башкирской столицы – первозданный здоровый вид. Артур Шпицалинов, Булат Закирьянов и Булат Магданов. Итоги недели. Уфа. А сейчас о событиях, без которых картина недели была бы неполной, новости короткой строкой. Более 1400 неучтенных случаев заболевания коронавирусом обнаружили после проверки в РКБ имени Куватова. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что больница не предоставляла ведомству информацию о положительных результатах исследований на COVID-19. Кировский районный суд Уфы назначил медучреждению административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. В судебном заседании защитники юридического лица вину не признали. В республике частные СМИ может закрыться из-за попытки защитить ребенка. Издание оказалось на грани банкротства. Руководство обязали выплатить штрафы на общую сумму 460 тысяч рублей за публикацию о жестоком обращении с детьми. Летом 2020 года в сеть выложили статью с видео, на котором родители избивали своего ребенка на глазах у соседей и прохожих. После выхода материала защитой несовершеннолетнего занялись правоохранительные органы. А вот публикацией заинтересовался Роскомнадзор. Якобы издание должно было получить разрешение родителей на обнародование видеозаписи, на котором, напомню, они занимались избиением ребенка. В Уфе выявили сразу несколько точек, где продавали суррогатный алкоголь. Активисты проекта «Безопасная республика» вместе с журналистами программы «Честно говоря» застали с поличным 3 магазина, в которых продавцы незаконно реализовывали фанфурики. Средняя стоимость баночки варьируется от 50 до 60 рублей. В гаражном кооперативе на улице Байдита Бигбая продавец металлоприемки торговал зельем, будучи пьяным. На место были вызваны стражи порядка. Напомню, в рамках акции «Стоп Суррогат» тем, кто сообщит о подпольном производстве и продаже нелегального алкоголя, будут платить за информацию о производителях 50 тысяч рублей, а продавце 2000. Все подробности на сайте проекта «Безопасная республика». А вот в Туймазах погоня за любителем выпить закончилась арестом. Накануне вечером стражи порядка заметили подозрительную машину с заклеенными номерами. На требование остановиться водитель не реагировал. Позже выяснилось, был пьян. Погоня завершилась в одном из дворов. Нарушителем оказался 34-летний местный житель. Правоохранители сообщают, что мужчина на момент задержания был агрессивен, но уже в отделе полиции его мнение о стражах порядка заметно изменилось. Он оценил слаженную работу правоохранителей. Но хвалебные речи не разжалобили сотрудников ведомства. Суд назначил пьяному водителю 15 суток ареста. Телеканал «Тамыр» стал победителем ТЭФИ «Регион-2020». Наши коллеги, авторы сказки о поиске себя «Мир потеряшек», стали лучшими в номинации «Телевизионный художественный фильм». Статуэтку вручили режиссеру ленты Гульсасак Егибаевой на торжественной церемонии награждения. Финал ТЭФИ «Регион» прошел в Калуге. Всего на конкурс в этом году поступило около 600 работ со всей России. Сказку «Мир потеряшек» можно будет увидеть на телеканале БСТ 14 декабря. Впервые конкурс башкирских красавиц «Халукай» стал всероссийским. Определились 20 финалисток, которые будут соревноваться за главный приз – автомобиль. Финал состоится 3 декабря в ГКЗ «Башкортостан». Как признаются члены жюри, в первую очередь они оценивают внутреннюю эстетику, воспитание, грацию, красоту, обаяние и искренность девушек. Возраст участниц от 16 до 25 лет. В эфире БСТ можно увидеть дневники конкурса башкирских красавиц.
Организатор финансовой пирамиды должен будет выплатить потерянные вкладчиками средства. В Стерлитамаке огласили приговор руководителю организации «Алтын Капитал». Общая сумма взысканий в несколько миллионов рублей. 450 пострадавших. Основные клиенты – пожилые люди. Товарищество работало несколько лет. Подробности у Лилии Курбановой. Мы вообще живем по системе Дарвина. Вы систему Дарвина знаете, что такое? Естественный отбор как кредо организатора финансовой пирамиды. Итог сам руководитель «Алтын Капитала» Кирилл Белоносов на скамье подсудимых. Взыскать Белоносова Кирилла Юрьевича в пользу Иванова Юрия Петровича сумму материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 61 740 рублей. Общая сумма взысканий превышает 80 миллионов рублей. В списке 450 пунктов. Это фамилии пострадавших, которые вложили сотни тысяч рублей в надежде на прибыль до 40%. Объяснялся высокий доход просто, мол, деньги идут на покупку франшизы готового бизнеса. Официально же коммандитная организация или товарищество на вере. Но кредит доверия исчерпан. Все, что копили годами, исчезло в одно мгновение. Короче, 800 с чем-то накопили, и потом еще жена, я еще агитировал ее, она положила еще 500. Вот и получилась сумма. Ну, хорошо они рекламировали, умно делали, по телевизору. Большинство вкладчиков – пенсионеры. Возможно, целевая аудитория выбиралась намеренно более доверчивая. В рекламе часто мелькали счастливые люди пожилого возраста. Бабушки за 80 с лишним лет. Да здесь у нас, вот 83 года, 80, 82 года. О. Приезжай. Даже умерли, да, есть. По словам руководителя «Алтын Капитала», вся прибыль участникам должна была идти от деятельности организованных им же ломбардов. Однако следствие доказало, что людям выплачивались проценты именно за счет появления новых членов кооператива. Кирилла Белоносова обвиняют сразу по 2 уголовным статьям: мошенничество в особо крупном размере и легализация незаконно приобретенного дохода. Но мужчина, созданное им товарищество, финансовой пирамидой не считает. Систему, которую я создавал, я создал рабочую бизнес-модель. Ни о какой пирамиде у нас речи не шла. Вообще занятие предпринимательством и занятие бизнесом – это в наше время очень серьезное дело и довольно-таки ответственное. Не каждый человек может заняться в наше время бизнесом. Потерянные пенсионерами миллионы и сотни тысяч рублей горе-предприниматель, видимо, считает финансовыми рисками. Вот только пожилые инвесторы об этом вряд ли подозревали. По закону свои проценты от оборота средств они могут потребовать в гражданском порядке. Впрочем, непонятно, собирается ли вообще отдавать хоть что-то подсудимый. Возмещать ущерб будете людям? Я не готов ответить на этот вопрос в данный момент. Кирилла Белоносова заковали в наручники в зале суда. За спиной рюкзак, заранее подготовленные вещи. Приговором назначено 5 лет и 3 месяца лишения свободы. В СИЗО Кирилл Белоносов проведет как минимум 10 дней до перевода в исправительную колонию общего режима. За это время он может еще обжаловать назначенный ему приговор. Лилия Курбанова, Вадим Исламов, Азат Тузбеков, Игорь Иванов. Итоги недели. Остаться дома все жители Башкортостана старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны обязательно соблюдать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно лишь с 11 до 13 часов. Такая мера связана прежде всего с заботой о пожилых людях, заявляют представители власти. Насколько опасен COVID-19 для категории 65+, и что делать, если элементарно некому сходить за продуктами? Подробности в следующем материале. 39 527. Ровно столько жизней унес коронавирус с начала пандемии в России. Это свежие данные официальной статистики, которые ежедневно пополняются новыми жертвами. Практически 80% смертей приходится на возраст 65+. Ковид, в первую очередь, не щадит стариков. Например, если мы говорим о болезни системы кровообращения, то риск быть госпитализированным, то есть получить тяжелую форму коронавирусной инфекции, выше в 6 раз у больных заболеваний сердца, а риск погибнуть от коронавирусной инфекции выше аж в 12 раз. Не только заболевания сердечно-сосудистой системы. В зоне особого риска также пациенты, страдающие сахарным диабетом, избыточным весом, заболеваниями почек. И это еще не полный список недугов, которые в сочетании с коронавирусом могут привести к печальным последствиям. А если вам 65+, риски удваиваются, говорят врачи. Именно поэтому, когда глава республики объявляет указ о самоизоляции,
Федерации или главный санитарный врач России свои постановления выносит. Именно мы там говорим, что мы должны защитить наиболее уязвимые группы, а это как раз люди старше 65 лет и люди с болезнями системы кровообращения и с другими сопутствующими заболеваниями. Врачи понимают, находиться в режиме самоизоляции нелегко, особенно тем, кто привык постоянно быть в движении. Поэтому периодическая гимнастика и, к примеру, онлайн-тренировки могут хоть как-то восполнить физическую активность. А вот свой рацион, оставаясь постоянно дома, лучше ограничить примерно на 30%. Также специалисты рекомендуют почаще проветривать помещение, а вот на алкоголь налегать не стоит. Это сгущает кровь и повышает риск инфарктов и инсультов, особенно при коронавирусной инфекции. Координационный центр, здравствуйте. Горячая линия в Министерстве труда и соцзащиты населения. Ежедневно здесь шквал звонков. С начала ноября операторы координационного центра принимают заявки от пожилых граждан. Задача – помочь в первую очередь тем, кто остался дома один на один. Чаще всего просят продукты. Пожилые люди в основном просят продукты, конечно. Лекарственные средства, продукты, конечно, чаще. Бабушкам каждый день нужно свежее молоко с хлебом. Одним продукты и лекарства, другим информационная поддержка. Все принятые заявки передаются в центры социального обслуживания. Далее уже соцработники разносят по квартирам горожан заказы. Сама услуга для пенсионеров бесплатная. Еще одна функция колл-центра – оповещать граждан в возрасте 65+, о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Основная наша задача – это уточнить, какая необходима помощь в связи с данным режимом. То есть возникает ли вопрос в приобретении продуктов питания, в необходимости приобретения лекарственных препаратов. Может быть, есть вопросы, связанные с тем, что для получения той или иной выплаты необходимо также связаться с какими-то организациями. Около 2000 социальных работников по всей республике ежедневно выходят на выполнение заявок. С начала ноября они помогли уже более чем 6000 граждан пожилого возраста. Работать координационный центр продолжит вплоть до окончания режима самоизоляции. А пока представители соцзащиты настоятельно просят тем, кому за 65, оставаться дома. А молодому поколению рекомендуют беречь стариков и по возможности меньше с ними контактировать. Руслан Батрагареев, Роберт Давлетбердин, Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. Поющие родники в Белебее, трехъярусный парк в Уфе. Общественное пространство в Башкирии соревнуется в оригинальности исполнения. Новые скверы создаются с учетом пожеланий горожан. Что нужно для качественного и комфортного отдыха? Скамейки с беседками или спортивные площадки? И как выглядят парки 21 века, расскажет мой коллега Азат Садреев. Еще год назад этот парк был ничем не примечательным, но любимым местом отдыха горожан. Белебеевцы привыкли отмечать праздники на берегу водоема. Однако теперь, после преображения, узнать прежнее общественное пространство сложно. Деревянный пирс, амфитеатр, арт-объекты – все выполнили в едином стиле. Всем нравится, и мне нравится. Прекрасно. Вот еще бы все это сохранили вот так, как сделали нам. Вот это было бы здорово. В прошлом году проект обновления парка в Белебее стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. На его реализацию выделили 230 миллионов рублей, 85 миллионов из федерального бюджета. В итоге глава Башкортостана назвал этот парк одним из лучших в республике. Я даже не ожидал, что это так здорово будет смотреться. На мой взгляд, это сейчас парк околоводного объекта лучший в республике. В этой номинации, скажем так, он лучший в республике, очень современный, самое главное, очень функциональный. Здесь есть все, есть и для бизнеса, и для отдыха, и для пожилых, и для младших, для маленьких. И территория очень красивая сама по себе. Отличный проект, отлично получилось. Заслуга нашего института развития городов и заслуга и города, они молодцы, команда города отработала. Вот пример, мы его будем сейчас тиражировать. Я вот сейчас там, где в городах есть водный объект, будем вот по такому типу строить. Летом песчаный берег, зимой место отдыха моржей, которые тоже благоустроили. Обновили павильон для любителей окунуться в ледяную прорубь, оборудовали спуск в водоем. А в центре парка разместился космический бублик. Это и площадка для творчества, и коворкинг-центр для бизнес-встреч. В распоряжении самых юных горожан современная детская площадка. Поющие родники уже стали визитной карточкой города.
Несмотря на то, что это спальный микрорайон, к строительному шуму жители ближайших домов уже привыкли. На их глазах бывший пустырь с каждым днем приобретает очертания одного из самых современных парков столицы. Центральным элементом зоны отдыха станет фонтан, о котором на общественных слушаниях попросили уфимцы. Рабочие учли и другие пожелания. Сцена должна быть, я считаю, что в каждом парке, потому что, на самом деле, здесь могут просто приходить, район организовывать, может, какие-то мероприятия. Это очень такое, значимое. Плюс, мы понимаем, что или следующий, или через год будет здесь проводиться фолклориада. Тоже, я думаю, что на этой площадке что-то разместится. И, может быть, сами жители захотят заниматься какой-то художественной самодеятельностью. Работы ведутся по графику. В строительстве преимущественно применяют материалы местных производителей. Вертикальная планировка части рельефа парка уже сделана. Появились основания под малые архитектурные формы. Монтируется наружное освещение, проведены все инженерные коммуникации. Работники занимаются сооружением будущего фонтана, монтажом системы водоотведения, ливневой канализации. Особенностью сквера станет отсутствие ограждений. Их роль будут выполнять деревья и кустарники. После окончания строительства Южный парк будет отличаться от всех остальных общественных территорий республики. Из-за своего географического расположения на склоне горы его сделают трехъярусным. И каждая зона будет отвечать требованиям разного вида отдыха. От спокойного, где установят скамейки, откроют фонтаны и концертную сцену, до активного со спортивными снарядами и площадкой для воркаута. А всю территорию парка площадью в 3 гектара закольцуют беговой дорожкой с мягким покрытием. Открытие объекта запланировано в следующем году на День города. Строительство парков и скверов идет не только в крупных городах, но и в сельской местности. И где бы ни открывалась новая общественная территория, рабочие применяют при ее создании современные технологии для комфортного отдыха жителей. И теперь самое главное, чтобы люди сами научились бережно относиться к тому месту, где можно отвлечься от трудовых будней. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Белебей, Уфа. В России сегодня отмечается День матери. Цветы, подарки, слова благодарности. День мамы – еще один повод признаться в любви самому родному человеку. Зачастую представительницы прекрасной половины успевают ходить на работу, а после еще готовить ужин и создавать уют в доме 24/7. Есть ли у матерей универсальный секрет? В следующем материале. Ко Дню матери букетов всегда 3. В празднике в доме Раисы Шейхлисламовой не протолкнуться. Причем большая часть гостей – члены ее семьи. 5 внуков и 7 правнуков. А когда-то она была единственной женщиной среди 4 мужчин. Супруга и 3 сыновей. Надо было, если убираться, все вместе убирались. Кто пылесосит, кто полы моет, кто кушать готовит. Помогали? Да, конечно. Кто баню топит. Как воспитывали вас родители? Ой, воспитывали, по идее, строгости, чтоб... мы же дети свои тоже все равно брали. Про строгость Раисы Сафовны сыновья не шутят. Отцовский ремень в доме был, но воспользоваться им ни разу не пришлось. Они слушались все. Я когда на работу пойду, заставляю вот это делать, они все время делали. Не держу, палку держу. Палка была разной. Отец не разрешал, нельзя, малайла хороший, говорит. То есть не применяли палку? Да, нет. Все хорошие были. Шейхлисламовы стали победителями республиканского конкурса «Семья года-2020», а затем попали в список 13 лучших семей со всей страны на всероссийском этапе. Теперь они по названию номинации «Золотая семья». В ней побеждают пары, которые прожили вместе не менее полувека. Леня меня стал выигрывать. Ох, нынче я обиделась на него. Он, оказывается, по компьютеру стал учиться там, в Москве. Шахматы – это у них семейные, только вот старшие дети, говорит Светлана, уже обыгрывают родителей. Самому младшему 4 годика, старшей Алене 28. С родителями постоянно живут только Рита и Степа, поэтому часть работы по дому они взяли на себя. У тебя какие обязанности? Викторовы также победители республиканского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетные». В семье 7 детей, каждый ребенок долгожданный. И Светлана умеет для любого найти правильные слова. Такой вопрос задают. Мам, ты кого больше любишь? Рита или Ваня, когда маленький был? Я говорю, Алена. Почему?
Я говорю, потому что ей уже 28 лет. Ее 28 лет люблю. Тебя пока 4. Дети, наверное, это счастье, я думаю. Когда встаешь, рядышком лежат. Красивые, милые. Встают. Мама, ты где? Я уже без этого не могу. Мама мне делает хвостики. Если прическа уже с утра, значит, есть повод. Семью Шарафудиновых пригласили на торжественную церемонию. Пока девочки одеваются, в соседней комнате братья Радмир и Данила разучивают новую песню. Подарок для самого дорогого человека. Сложно быть многодетной мамой? Да, с такими детьми нет. Нет, серьезно, нет. У меня 2 помощника, они все делают сами, в принципе. Поэтому и за ним, если надо, присмотрят. И накормят, и сготовят. Поэтому нет, не сложно. Благодарственные письма и подарки. Кроме Оксаны Шарафудиновой, в администрации Демского района поздравили еще 2 многодетных матерей. Альфина Канбекова, которая воспитывает 5 детей от имени главы Башкортостана, получила медаль «Материнская слава». Но самая главная награда все равно находится дома. И получают ее женщины просто за умение любить и отдавать тепло. Вот это и есть мое самое большое богатство, моя семья. Динара Таймасханова, Станислав Птица и Артур Елаев. Итоги недели. В Уфе баянист-сирота собрал за сутки почти 200 тысяч рублей. Вот уже 10 лет Юрий Иванов, обычно пенсионер из Черниковки, берет в руки инструменты и в любую погоду выходит на улицу и играет для прохожих. Все собранные средства дедушка жертвует детям-сиротам в уфимские приюты. Когда о нем начали писать в интернете, ему стали скидывать деньги неравнодушные люди, которых тронула история о сироте-благотворителе. С баянистом пообщался мой коллега Радмир Азнабаев. Звучащие песни знает наизусть чуть ли не каждый житель этой улицы. За 10 лет Юрий Иванов стал живой достопримечательностью Уфы. Несмотря на мороз, его пальцы обнажены, а он продолжает играть все так же профессионально. Его музыка — это не только красивая мелодия, но и вполне ощутимая помощь детям. Все собранные деньги дедушка жертвует сиротам. Я всего 2-3 часа сижу, но за 3 часа 1,5, 2, 3 дают тысячи. За 9 часов мне дали на той неделе 10 тысяч. И эти деньги я берегу и покупаю, и все так и езжу, и езжу. После 3-часового уличного концерта пенсионер возвращается домой. По пути покупает игрушки, на которые заработал, а уже в эти выходные он повезет их в приюты. Дедушка знает, каким машинкам и куклам будут рады те, кто с нетерпением ждут его. Это Виталику, например. Это Ильюши. Продавщицы знакомы с дедушкой уже много лет. Узнают, конечно, и посетители. Спасибо большое. Обязательно. Ага, берегите себя, ладно? Таких людей вот побольше бы. Играет на гармошке, вот люди подают, он все это в детский дом отдает. Душа у него золотая, поет замечательно. О нем ходят, можно сказать, легенды. Некоторые даже специально приезжают послушать баяниста из других районов столицы республики. У нас даже в школе о нем рассказывают. Что рассказывают? Рассказывают то, что вот, сидит, играет в любую погоду и, помогает. Отправляет все деньги просто, и вот ему нравится. И каждый день. Не знаю, я летом видела, вот сейчас вижу. Он всегда действует. Ну, он выходит, ну вот я летом видела ее сейчас, а сейчас нет. Вот первый раз думаю, сейчас надо же, вышла, говорю. Молодец, мужик, молодец. Я сначала думал, это бывает, что некоторые обманщики там всякие. А так он дед хороший, добродушный. То есть уже проверенный уже, да? Сколько? Конечно, ой, я не могу сказать, сколько это время длится. Может 10 лет, может больше, может меньше. Пару дней назад о добром дедушке узнали в соцсети. Одна из прохожих написала о баянисте и его мотивах пост с номером карты Юрия Иванова. Тогда ее сообщение распространилось по всему интернету, и за ночь дедушке пришло на карту 175 тысяч рублей. Позавчера ночью, всю ночь телефон у меня пикал. Стану, посмотрю, там 3, 4, 20 этих смс-ок. Там написано: вот такая-то женщина, парень, вот это деньги в детдом, это деньги в дом малютки. Я только еще начал. Мне вот идут смс-ки. До Нового года я все, даже раньше, все потрачу. Мне это чужие деньги не нужны. У меня пенсия 15 тысяч, хватает мне.
Волонтер серебряного возраста сам является сиротой. С рождения он то и дело скитался по казенным учреждениям. Родная мама бросила его. После мальчика отправили в детский дом Белебеевского района, а с 7 лет он оказался в Бирском приюте. В детдоме, конечно, хорошо было. Кормили, одевали. Как возраст подошел, проучился на тракториста. Кушать охота. Иду по Бирску. Смотрю, хлебзавод стоит. Мимо прохожу, а вот такой морозик, как хлебом свежим, на меня повеяло, у меня как в желудке закрутило. Я зашел на хлебзавод и тут 24 проработал. С выходом на пенсию Юрий Иванович решил посвятить остаток своих лет детям. Дома волонтера ждет любимая, с которой они прожили бок о бок почти полвека, вырастили сына и радуются внучке. Сейчас его называют дедушкой для всех сирот, настоящим Дедом Морозом, но только без бороды. А вместо волшебного посоха у Юрия Ивановича баян, которым он творит настоящее чудо и дарит малышам радость, причем круглый год. Радмир Азнабаев, Артур Елаев и Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. А теперь о футболе. Сегодня Уфа провела заключительный домашний матч этого года. Башкирская команда принимала на своем поле Тамбов. Подробности встречи расскажет мой коллега Александр Усманов. Футбольный клуб Уфа встречался с Тамбовом. Это очень символично, потому что мы встречали матчем с Тамбовом возобновляющуюся часть прошлого сезона, и с ними же сыграли заключительную домашнюю игру года. Матч получился очень насыщенным. Открыли счет уже в начале встречи после розыгрыша штрафного. Затем Владислав Камилов просто сумасшедший гол забил, 2-0. Тимур Жамальдинов, напомню, открыл счет. Затем Уфа продолжила давить, и игроки соперников фалили. Один из них, Алексей Грицаенко, получил красную карточку. И в большинстве Уфа добила своего соперника уже во втором тайме, когда были забиты еще 2 мяча. Жамалединов оформил дубль, и дебютный гол во второй игре за футбольный клуб Уфа забил Филипп Марзляк. Я знал, что результат мы рано или поздно поймаем, найдем, никуда мы не вылетим. И, соответственно, поэтому я спокойно реагировал на критику болельщиков. Я понимаю, что они где-то имеют на это право. И сегодня мы увидели, что действительно игра налаживается. Главное, игра налаживается. То, что не забили 5-й гол, то, что пенальти на пустом месте свои ворота привезли, спасибо Саше, который его отбил, тоже ничего страшного. Главное, еще раз, это главное, это налаживается игра, появляется рисунок. А что касается сезона и таблицы РПЛ, Уфа поднялась с последнего места, теперь на их счету 10 очков. Само собой, это не самый лучший результат, но уже что-то есть, движение вверх намечается. В оставшейся части этого года Уфа сыграет еще 3 игры на выезде против Краснодара, Ротора и Ростова. Все они пройдут в декабре, и надеемся только на победу. На этом все. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Сразу после смотрите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной, а следом программу «Республика Лайв». А я с вами прощаюсь. Всего доброго.